Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. И если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране. Старт республиканскому проекту «Сохраним памятники» дал глава Якутии Айсен Николаев. Вместе с супругой они на личные средства восстановили уникальный образец деревянного зодчества – мельницу-топчанку, построенную в 1932 году известным мастером Семеном Дьяконовым в местности Улахан-Кёль Сыланского наслега Чурапчинского района. Уникальный образец деревянного зодчества, которых в России сохранилось очень мало, расположен на территории Черкёхского историко-этнографического музея имени Дмитрия Кононовича Сивцева-Соруна-Малона. На призыв Илдархана откликнулись многие люди республики. И теперь культурное наследие республики обретает новую жизнь. В этом году особое внимание обращено на памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Их в нашей республике 377. Большая часть из них уже приведена в порядок. Все это делается на общественных началах, а среди самых активных можно выделить жителей Намского, Среднеколымского, Чурапчинского, Нюрбинского улусов. Нужно понять, что для того, чтобы понять настоящее и готовиться к будущему, нужно обязательно изучать прошлое. Прошлое, настоящее и будущее, они неотделимы. Я думаю, что это памятники в этом отношении служат связью времен, связью поколений. И восстановление объектов культурного наследия и реставрацию, ремонт памятников истории культуры – это такой объемный процесс, что мы должны его понять отдельно от вообще сохранения памятников в общем. То есть объекты культурного наследия – это совершенно отдельная категория памятников. То, что Айсен Сергеевич Николаев, глава Республики Саха, поддержал именно проект «Сохраним памятники», совершенно уникальный случай. И при том нужно понять, что сам проект «Сохраним памятники» вообще на федеральном уровне – это особенный проект, как мы считаем. И это подтверждают наши коллеги из Министерства культуры Российской Федерации и наши коллеги из других субъектов Российской Федерации. Внимание к памятникам геометрической прогрессии возрастает. Результат того, что насколько пристальное внимание у нас уделяется к истории, к сохранению памятники по стране. И то, что наша республика ведет, возможно, даже чуть впереди некоторых остальных субъектов Российской Федерации, это очень хорошо. Патриотизм должно реализовываться не на словах, а в деле. То есть человек должен доказывать своим делом, что он патриот. Грубо говоря, патриотические песни петь и шагать строем, если человек здоров, он может, чуть ли не каждый, да? А вот вкладывать душу, собственные средства, тратить время и призвать к этому других, согласитесь, не каждый может. Поэтому думаю, что «Сохраним памятники» – это такое настоящее проявление патриотизма. В Татинском улусе состоялась презентация отреставрированного объекта культурного наследия «Восьмигранная якутская юрта XVIII века». Памятник зодчества находится на территории Черкёхского историко-мемориального музея «Якутская политическая ссылка». Средства на проведение реставрационных работ собраны сотрудниками Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха. И Черкёхский музей – это музей под открытым небом, он меня всегда тянул и впечатлял. И потом для того, чтобы показать даже своему же коллективу, нам нужен был объект, который был бы большой. У нас все-таки 1200 работников налоговой службы по Республике Саха-Якутия. Я здесь очень признательна, что весь коллектив, все 1200 человек, они поддержали. По большому счету налоговики – это люди, которые собирают и охраняют бюджет государства, да, и по сути вся наша работа, она именно нацелена, чтобы государство было. Мы часть этого государства, и я думаю, что каждый работник налоговой службы, он в любом случае уже является патриотом.
Без этого нельзя работать в нашей службе. Мы хотели все-таки оставить какой-то след, хороший след, что все-таки налоговики – это те люди, которые любят все и поддерживают и культуру. И мы готовы и счастливы, что мы стали участниками вот этой прекрасной акции «Сохраним памятники» в Республике Саха-Якутия. В столице Якутии восстанавливают историю старого кладбища Хатын-Юряхского сельсовета. Из небытия прошлого все четче проступают судьбы людей, нашедших здесь свое последнее пристанище. Среди них потомки казаков-первопроходцев Якутии, герои Великой Отечественной войны и сотрудники 36-го авиаотряда, ставшего впоследствии основой авиации Якутии. Просто это человеческая идея, в общем-то. Так должны поступать, потому что без беспамятства оно сказывается на людях, особенно на потомках. Те, кто помнят прошлое, они, в общем-то, проживают как бы две жизни. И прошлую жизнь переживают, и живут вот настоящую. Позабытая была страница истории Якутска открывает свои тайны и секреты благодаря работе музея города Якутска и журналистов телепрограммы «Точка взаимодействия». Идет процесс признания объекта памятником культурного наследия. Плита – это главная достопримечательность, главное свидетельство того, что это кладбище достаточно древнее. Такие плиты, несколько лет назад я проводила специальное исследование, посвященное надгробным памятникам Якутов Центральной Якутии. И оказалось, что вот такие плиты, они были очень характерны для оформления погребений, начиная где-то с второй-трети 19 века и заканчивая 20-ми годами 20 века. Большой интерес якутян возрос к истории своей родной семьи. Знание родословной якутской семьи является гордостью любого якутянина. Когда молодой человек, молодая девушка знает, что его предок, допустим, прадед, дед, вот Великой Отечественной, Первую империалистическую войну, да, и во времена тяжелые годы, именно благодаря им, благодаря своему деду, он сейчас живет в этом мире. И благодаря им мир на свете в настоящее время. И зная их происхождение, откуда они, человек может знать свою ментальность, свою наклонность, свои нравы. Да? Вот видите, как и еще таким образом очень широкий спектр тех знаний дает вот это именно изучение родословия. В Якутии стал традиционным ежегодный форум родословия народов Республики Саха-Якутия. В рамках этого мероприятия прошел 3-й республиканский конкурс генеалогических исследований «Моя родословная». Более 300 документов, посемейных списков всероссийской переписи населения 1926-28 годов открыла для своих посетителей Национальная библиотека Якутии. В коллекцию включены поселенные книги и посемейные списки 1926-28 годов из фондов Национального архива Республики Саха. Сейчас в цифровой формат переведено уже 329 документов, что составляет 55% от их общего объема. В канун Дня государственности Республики Саха-Якутия и в день рождения города Нюрба открылся обновленный городской парк имени Сергея Васильева. В прошлом году город Нюрба стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, малые города и исторические поселения. У нас ребята допоздна работали, у нас, например, жители могли приносить им покушать, да, чтобы там ребята или горячий чай могли принести. Это уже тоже, начиная с этого и вплоть заканчивая субботниками массовыми, которыми нам жители тоже очень много помогли. И вот это все дает какую-то вот энергетику того, что люди действительно, да,
болеют за свою малую родину, за свой парк. И в этот год патриотизма возрождение парка стало настоящим символом для нюрбинцев. Реализация вот этого проекта, она, думаю, станет большим толчком для развития нашего города. Неоценимой стала помощь архитекторов в подготовке качественного проекта. В Якутии добрые дела стали общенародными в повседневной жизни. Движущей силой добрых дел республики стал проект «Спецназ добра». «Спецназ добра» стал объединяющей силой всех неравнодушных жителей Якутии для одной цели – улучшить жизнь якутян, оказать помощь тем, кто в этом нуждается. В молодости много лет оставил движение студенческих отрядов, поэтому подумал свой проект назвать сначала «Десант добра», а потом «Спецназ добра», потому что специальное назначение добра, она более как-то глубоко и основательно берет свое начало. И мы не ограничиваемся там разовыми субботниками двухчасовыми, а если берем конкретное строительство детской площадки, то мы там каждый день, всю неделю, например. Только тогда, когда мы завершаем, только тогда уходим. Вот из этих побуждений, из этих порывов мы начали. Это все исходит из нашего лозунга. Слова заканчиваются там, где начинается действие. Мы начали с строительства дома для многодетной семьи. Установили летом 12 уличных ламп освещения в сотрудничестве с компанией, Санкт-Петербургской компанией, производителем уличных ламп уличного освещения. И вот организовали 30 субботников ребята под командованием Ивана Ивановича Левина, главы Кавейского района, у себя в Кавейском районе, и ввели эксплуатацию начальную школу, здание начальной школы. Поэтому вот год патриотизма, я думаю, мы внесли свою лепту. Облагородить и благоустроить родные села, поселки и города Якутии – это есть истинное проявление патриотизма и любви к своей родине.